И давайте же перейдем теперь к следующей группе элементов, группы номер 13. Элементы группы 13 не найдены символичными по своей природе, но все они присутствуют в различных материалах, минералах и рудах. Алюминий – самый распространенный металл в земной коре, составляющий 8% земной коры. Другими примерами элементов группы номер 13 являются такие элементы, как бор, галлий, индий, талий. Говоря об этих элементах, стоит также отметить, как они реагируют с различными веществами. Допустим, реагируя с кислородом, мы видим, что образуется оксид данных металлов. А при дальнейшей реакции с водой эти оксиды формируют основы, что мы видим в этой реакции. Мы также знаем, что алюминий может использован в качестве восстановительного агента. И при реакции с ионами водорода мы получаем газ водорода в итоге и алюминий, и ионы алюминия. Также мы видим, как алюминий реагирует с оксидом железа, где образуется у нас уже оксид алюминия и железа в жидком виде. Кроме этого, эти элементы также реагируют с галогенами и образуют галогениды. Говоря об применении этих элементов, стоит заметить, что барий используется в термостекле, в стекловолокнах и в научных целях. А алюминий используется в строительстве, двигателях, электронике, пищевом сосуде и самолетах. Элемент галлий используется в солнечных батареях, также в полупроводниках, электронных деталях и стоматологии. Индий используется для покрытия различных стекол, для сплавов и солнечных элементов, в то время как элемент талий используется для низкоплавных стаканов, устройств отображения и электроники. А теперь давайте перейдем к элементам группы номер 14. В отличие от предыдущих групп, не все элементы этой группы являются металлами. Представителями этой группы являются такие элементы, как углерод, кремний, германий, олово и свинец. И только свинец является металлом среди этих всех элементов. Первые двое, углерод и кремний, являются неметаллами, в то время как германий и олово являются металлоидами. Существуют различные способы применения углерода. Во-первых, мы знаем, что он используется для добычи энергии, в виде топлива, в виде угля, либо сырой нефти или газа. Также используется в ювелирных изделиях, используется в промышленности, также для добычи черного пигмента, для чернил, для принтера, для красок. Используется в качестве абсорбента в медицине и для окружающей среды. Используется в карандашах, текстилях и пластике. Другой элемент этой группы, кремний, используется для энергии электроники в солнечных элементах, электронных компонентах, в качестве строительных материалов, таких как песок и другие кремниевые минералы, используется в виде сплавов и водонепроницаемых агентов. Германий используется также для выработки энергии и электроники в солнечных элементах и электронных компонентах, в детекторах и в катализаторах. Олово используется в сплавах, в исследованиях, в солнечных элементах, датчиках, батареях. Также используется для оловянного покрытия, что предотвращает коррозии, и используется в электронных компонентах. Свинец в основном используется для производства пуль, в качестве защитного материала от излучения, и также используется в исследованиях, в красящих веществах и в аккумуляторах. На этом все с группой 14. Давайте перейдем к группе номер 15. Группа номер 15. Элементами этой группы являются азот, фосфор, мышьяк, сурьма и висмут. Эта группа известна тем, что элементы этой группы в основном используются
в сельском хозяйстве в виде консервантов, либо в виде удобрения. Допустим, азот используется в качестве удобрения для пищевой потребности растений. Также используется для добычи энергии, что является новым направлением в исследованиях, и, соответственно, используется в научных исследованиях в виде газожидкостного материала. Касаемо фосфора, этот элемент также используется в виде удобрения, используется в полупроводниках, также имеет военное применение, используется в производстве стали, пищевой промышленности, в зубных пастах и также в научных исследованиях. Мышьяк также используется в сельском хозяйстве в виде консервантов для древесины, используется в научных исследованиях о полупроводниках, медицине, имеет военное применение и используется в производстве сплавов. Элемент сурьма используется в качестве огнезащитного материала, также для производства сплавов и в научных исследованиях касаемо полупроводников. Так же, как и другие элементы этой группы, используются в военных целях для производства пуль и красок. И еще один элемент этой группы, висмут, используется в медицине, для лекарственных средств, для производства косметики, сплавов, производства пигментов, сверхпроводников, и также используется в научных целях, исследованиях о замене свинца. Стоит теперь поговорить о группе элементов номер 16, в которую входят такие элементы, как кислород, сера, селен, теллур и полоний. Используются эти элементы в различных сферах. Допустим, кислород используется в медицине для подачи воздуха обогащенным кислородом. Также имеет военные применения, применяется в изучении космоса и научных исследованиях. Используется в химической индустрии для продукции оксидов и используется также для добычи энергии. Второй элемент этой группы, сера, используется в промышленности для выработки серной кислоты. Также используется в виде удобрения, как и элементы группы номер 15. Используется в медицине, в фармацевтике, имеет военное применение. В пищевой продукции также используется в виде пищевых консервантов. Также является одним из элементов, которые используются в научных исследованиях. Следующий элемент этой группы – селен. Используется в стеклопроизводстве, используется в производстве сплавов в виде катализатора и также, как и другие элементы, используется в научных исследованиях. Еще один элемент теллур используется в виде сплавов в текстильной индустрии, в термоэлектрических девайсах и в научных исследованиях. Еще один элемент и последний элемент этой группы полоний используется в термоэлектрических генераторах в качестве источника тепла и используется в качестве источника альфа-частиц. На этом, в принципе, все с группой номер 16. И предпоследняя группа, которую мы рассмотрим сегодня, группа номер 17, в которую входят такие элементы, как фтор, хлор, бром, йод и астат. И это та самая группа элементов, которую мы называем галогены. Как вы уже помните, мы рассматривали, что некоторые предыдущие группы, точнее элементы предыдущих групп, очень активно реагируют с элементами этой группы, с галогенами, где образуют галогениды. Теперь давайте рассмотрим каждый галоген, каждый элемент этой группы в отдельности. Фтор используется при производстве стали, также используется для получения органических фторидов и фторполимеров. Также известно, что используется в стоматологических целях и в других фармацевтических препаратах. Хлор используется для очистки воды и дезинфекции, в качестве консервантов пищевой продукции, также используется в качестве запрещенного химического оружия, также используется в производстве соляной кислоты. Бром, как и хлор, он также используется в качестве запрещенного химического оружия и очистки дезинфекции воды, также используется в научных исследованиях и в качестве антипрена для пластмасс. Йод используется в медицине, в научных исследованиях, в антимикробной дезинфекции и в качестве катализатора для производства некоторых кислот.
И последний элемент этой группы — астат. Не имеет много видов применения, в отличие от остальных элементов этой группы, но имеет потенциал для использования в медицине, в исследованиях о раковых клетках и источнике альфа-частиц. Последняя группа элементов — группа номер 18, или коррозные газы. Элементами этой группы являются такие газы, как гелий, неон, аргон, криптон, ксенон и радон. Общая характеристика этих элементов такова, что они являются стабильными и имеют очень низкую химическую реактивность. Также имеют монотонную структуру, не имеют запаха, вкуса и не имеют цвета. У них высокая энтальпия ионизации благодаря стабильной электронной конфигурации. Также они могут возбуждаться приложенным электрическим полем для получения различных цветов излучения, но при этом химически они никак не изменяются. Так, давайте теперь поговорим о применении этих элементов. Гелий, к примеру, используется в криогенных целях в качестве охлаждающего агента. Также используется в промышленности, в лазерах, используется для полетных устройств, ракетах, некоторых воздушных шарах. Также используется для подводного дайвинга и, конечно же, в осветительных приборах. Неон также используется для осветительных приборов и в качестве охлаждающего агента, как и, в принципе, гелий. Говоря о осветительных приборах, в принципе, все элементы этой группы применяются в этих целях. Давайте же перейдем к следующему элементу. Это у нас аргон. Аргон используется в сварках, также в научных исследованиях. Конечно же, он используется в криохирургии для уничтожения некоторых тканей. Жидкий аргон используется в качестве мишени для поиска нейтрино и темной материи. Мы также знаем, что аргон используется как консервативный газ для замены кислорода и воды. И, как я говорил ранее, используется в осветительных приборах. И следующий элемент этой группы — криптон. Используется в анестезии, нейропротекторах, в лазерах, в МРТ и КТ. То есть используется для медицинских целей. Точно так же и ксенон используется для анестезии и нейропротектного спортивного допинга. Используется в качестве источника гамма-излучения, используется в исследованиях ядерной энергетики. И последний элемент этой группы — радон, имеет медицинские и научные применения, где он используется в качестве источника гамма-лучей. И на этом все с группой номер 18 периодической системы элементов Менделеева.